Посиделки с алкоголем закончились убийством. Трагедия разыгралась в квартире одного из домов по улице Химиков. Живущий там мужчина пригласил своего знакомого выпить. А когда увидел, как тот ворует еду из холодильника, взялся за нож. Айрат Назипов поговорил с задержанным и узнал, что было дальше. Не ваш сын это? Не ваш сын. Не наш, да. А вы знаете, что ли? Ну, вроде бы рост такой, но туфли это не это. Одна из женщин на эмоциях признала в погибшем своего сына, но позднее поняла, что это не он. Пока следователи собирали доказательства, задержанный рассказал причину кровавой бойни. Он начал красть квартиру. Да. Ну, он чуть мне там, пожалуйста, наручники, не пожалуйста. Пойдемте с нами. Пойдемте. Я ударил ножом его. Да, виноват. О задержанном 34-летнем мужчине соседи говорят только хорошее. Живет в этом доме с родителями очень давно. Есть у него дети. Вроде бы не конфликтный. Вообще упивать не упивает, шумит не шумит. Ну, кто сейчас не упивает? Все упивают. Говорят, несколько раз сидел, но не знают за что. Конфликтов с соседями не было. Он добрый, мягкий такой, сам по себе. Мы даже не верим, что это он. Женщина, живущая по соседству с задержанным, рассказала, что в этот вечер поднималась домой и увидела, как навстречу ей, пошатываясь, спускается мужчина. Вниманию не придала и только потом узнала, что через несколько минут он умер. Он, когда по лестнице спускался, немножко шатнулся в сторону, вот так вот. Может быть, даже в этот момент, когда я заходила, он уже падать стал. Но я не видела уже. Как установили следователи, задержанный пригласил к себе домой 48-летнего знакомого, чтобы посидеть и выпить. Спустя время хозяин квартиры сморил сон, а когда он проснулся, то увидел момент кражи. И, недолго думая, заколол того, с кем недавно выпивал. В какой-то момент он уснул, а проснувшись, обнаружил, что потерпевший вытаскивает из морозильника мясо. В результате, обвинив его в воровстве, мужчина нанес ему смертельное ранение. Получив ножевое ранение, пострадавший мужчина начал спускаться вниз. Он истекал кровью. Следы от нее буквально на каждом шагу. Кровавый след заканчивается на парковке возле жилого дома. Судя по всему, задержанный настиг пострадавшего здесь, после чего протащил его до подъезда. Всю картину произошедшего предстоит выяснить с помощью камеры видеонаблюдения. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшего. От полученного в область поясницы ранения он скончался на ступеньках подъезда. Следователи намерены в ближайшее время обратиться в суд для ареста подозреваемого. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112.